В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Город Вилюйск расположен в Якутии на правом берегу реки Вилюй. Это один из старейших городов не только республики, но и всего региона, основанный в далеком 1634 году. Нынешний год для Вилюйска юбилейный. О перспективах развития города сегодня мы и поговорим. Гость у нас в студии Ян Попов, глава города Вилюйска. Ян Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какими достижениями и результатами вы завершаете этот год? Еще раз добрый день. Так, как уже было сказано, наш город Вилюйск, славный город Вилюйск, в этом году празднует обширный юбилей. 390 лет со дня его основания. Как мы знаем, он всего лишь на 2 года младше нашей столицы, города Якутска. И в свое время по Вилюйску шли казачьи экспедиционные отряды, которые осваивали бассейн реки Вилюй, также бассейн реки Лена. Таким образом, это был форпост освоения всего Дальнего Востока. Поэтому он считается для нас, для всей Якутии, славным и достойным городом. Таким образом, мы в этом году уже активно реализуем федеральные программы на территории нашего города, такие как формирование комфортной городской среды. По этой программе мы выиграли в прошлом году 150 миллионов рублей на формирование и строительство набережной Поющей Пески. Таким образом, работа уже начата. Срок завершения работ 26 год. Также мы работаем по другим федеральным программам, по которым я еще в будущем расскажу. Одно из таких объединяющих мероприятий нашего года явилась акция «390 добрых дел» на развитие города Вилюйска. Акция сплотила все коллективы города Вилюйска, горожан, общественные инициативы. И каждый внес посильный вклад в эту акцию, и до сих пор она еще продолжается. Таким образом, мы даже на спонсорской основе, на бесплатной основе постелили тротуары, кто-то просто покрасил заборы свои, чтобы город как-то преобразился, и к юбилею города все было у нас чисто, приятно, потому что много гостей у нас в этом году было на Цехе, на дне города и так далее. Как вы знаете, возможно, видели, наш побратимский город Китайской Народной Республики, город Хэган, подарил нам китайский фейерверк на очень крупную сумму. И в течение 15 минут мы наблюдали за прекрасным зрелищем. Фейерверк проходил на нашей набережной города Вилюйска, которая сейчас строится. И много было гостей, потому что мы хорошо анонсировали данное мероприятие. Были гости со всех районов нашей вилюйской группы Лусов, Верхнелюйск, Нюрба, Сунтар и так далее. Поэтому около 5000 гостей было именно вот на нашем салюте, на дне города. Мы День города отметили в 3 дня. Это долго, но в то же время мы поняли, что можем организовывать республиканские мероприятия на очень высоком уровне. Поэтому это одно из самых... Насколько нам известно, вы в течение 2 лет уже работаете главой города, да, и, как вы уже отметили, по улучшению внешнего облика очень много работ ведется. Какие бы вы отметили особо? В этом году у нас город Вилюйск вообще славится множеством объектов культурного наследия. Они хранятся федеральным законом, и даже есть ответственность за то, что за состояние, которое не надлежит должным образом, налагается на главу, на администрацию, вообще штраф. Поэтому мы для того, чтобы как-то поднять престиж нашего старого города, каждый объект культурного наследия, каждый памятник, каждый сквер, каждую статую в этом году подсветили архитектурной подсветкой, чтобы можно было наблюдать за красотой, за историей этого памятника. Потому что до этого не было таких мероприятий, и просто они стояли в темноте в вечернее время. Как мы знаем, у нас зима очень долгая, соответственно, ночь в зимний период очень тоже темная. Поэтому мы хотели, чтобы гости не только летом, но и зимой просмотрели наши памятники архитектурного наследия. Это одно из мероприятий. Также мы в части внешнего облика, несомненно, это тоже дороги. Мы в этом году начали строить Вилюйскую кольцевую автодорогу. Общая протяженность данной асфальтированной дороги около 3 километров, проходит по всей периферии периметра нашего города. И плюс она соединяется с федеральной дорогой, которая проходит по улице Мира Ленина. Таким образом, у нас уличная дорожная сеть уже нормализовалась в последние годы. И это тоже дает
контраст с прошлым периодом, когда у нас, конечно, откровенно были дороги не в самом лучшем состоянии. Сейчас уже можно будет наблюдать то, что это полноценный город, город небольшого типа, но со своей историей, поэтому в нем, я думаю, приятно находиться и горожанам, и гостям. По последним соцопросам город Вилюйск, Вилюйский район был в топе-1 по вопросу жителей населения, жителей района, насколько вы удовлетворены вопросом проживания в нашем районе. И по итогам этого соцопроса Вилюйский район занял первое место по республике. Действительно, очень хороший результат и решение такой долгой проблемы насчет дорог. Ну, в 2023 году ваша команда с проектом «Поющие пески», да, вошла в число победителей лучших по всему Дальнему Востоку. Расскажите, на какой стадии находятся работы и какие еще проекты реализуются по федеральным программам? Так, мы совместно с правительством, управлением архитектуры, также проектным бюро ГРАДа в прошлом году подготовили заявку. Наша заявка в числе заявок Дальнего Востока заняла первое место по оценке конкурсной комиссии Минстроя России. А в числе заявок по всей России мы заняли третье место. Поэтому, несомненно, нам выделили грант столь крупный. Это впервые в истории города с федеральных средств были выделены такие крупные денежные вливания для того, чтобы обустроить наше общественное пространство. В настоящее время работы завершены на 50%. Асфальтирована подъездная площадка, поставлены различные виды металлокаркасной работы, сварочной работы. И в следующем году у нас до октября идет завершение нашего объекта. Будут поставлены малые архитектурные форумы, горки, площадки, беговые дорожки, освещение, озеленение. Таким образом, это будет, наверное, одна из самых лучших набережных нашей республики. Что касаемо других федеральных проектов, ну, как и все, мы участвуем в проекте «1000 дворов на Дальнем Востоке». Мы в прошлом году успешно реализовали 2 проекта. В прошлые годы мы победили по одному проекту, но общим решением нашей команды мы в прошлом году пошли на финансирование 2 проектов. Сразу выиграли 2 проекта. Это дворовая территория по улице Мира и по улице Румянцева. Это сейчас там детишки отдыхают, работают, проводят активный отдых, потому что там есть не только детская дворовая площадка, но и спортивная площадка. Также мы в этом году выиграли федеральный конкурс тоже на оформление и благоустройство нашего старого города. Там будут вымощены винтажные тротуарные плитки, лампы по старому типу будут смонтированы и построены, барные стойки уличного типа. Таким образом, это будет хорошая пешеходная зона, которая будет синхронизирована с нашей набережной. Таким образом, и набережная, и старый город, наверное, будут украшением нашего города, не только нашего города, района, но всей республики. Сейчас в России активно ведется работа по увеличению населения и о том, чтобы молодежь не уезжала с районов, да, как есть такая проблема. Какая работа в вашем районе по этому направлению ведется? Те вопросы, которые вы задавали ранее, они все тоже направлены на то, чтобы молодежь оставалась в нашем городе, потому что, не секрет, очень сильный отток идет в наши крупные города, ну, в частности, в Якутск. Мы работаем над улучшением общественных пространств, над улучшением наших социальных объектов. Например, у нас в Вилюйске есть единственная, по-моему, в республике, если я не ошибаюсь, молодежная библиотека. Это такое общественное пространство. Центр, можно назвать, коворкинга, не только чтения, но и просто проведение досуга, мозгового шторма. Поэтому молодежь там активно время проводит. Это вот одно из направлений. Также у нас подготовлен мастер-план города Вилюйска. Тоже мы находимся в этой теме, в этом тренде. Тоже проектное бюро ГРАДа, мы же с ними плотно сотрудничаем уже на протяжении 2 лет, поэтому дали возможность им подготовить наш мастер-план. В нашем мастер-плане до 2034 года указана сумма более 14 миллиардов рублей на развитие нашего города. Это социальные объекты, школы, объекты здравоохранения, дорожная инфраструктура. И самое главное, я считаю, то, что развитие направления туризма, рекреация и так далее. У нас есть много идей,
Мы хотим вообще создать единственную в республике динопарк, парк динозавров. Первый шаг к этому проекту мы уже сделали. В этом году мы поставили две фигуры ростовые большие динозавра. Это тираннозавр Рекс с детенышем. Конечно, может для кого-то звучит каким-то детским мероприятием, но для детей каждый ребенок в свое время проходит диноманию. Если дети будут приезжать в город Вилюйск, в республике, то, очевидно, за ними придут родители. И это будет как-то улучшать наш сервис, то есть гостиничный бизнес, бизнес общепита и так далее. У нас это все находится пока что не в самом развитом состоянии, но мы также работаем над тем, чтобы давать свободу бизнесу, чтобы активные, креативные наши предприниматели могли реализовать свои идеи на территории нашего города, потому что как работает бизнес, насколько он будет развитой, настолько будет наша экономика креативнее и эффективнее. А что касается занятости населения, молодежи? Занятость населения в настоящее время, вот, откровенно говоря, у нас наблюдается кадровый голод, потому что, по-моему, если вот посмотреть по практике, молодые люди больше работают в сфере услуг, в сфере бизнеса, в сфере какого-то сервиса. Работа в муниципальных учреждениях, госучреждениях пока что им не интересно, потому что, очевидно, там немного отличается коэффициент зарплат, потому что в сфере услуг можно заработать побольше. Но мы работаем над тем, чтобы предоставлять все условия, насколько это возможно, чтобы люди работали не только в сфере услуг, но и повышали свои компетенции по своему образованию. И мы устраиваем, очевидно, конечно, ярмарки вакансий. Мы особо не требуем работы, особо не требуем опыта по стажу работы, чтобы люди как-то могли понять, что они могут работать и без какого-то более глубокого опыта, чтобы они набрались как раз таки именно опыт у нас в стенах нашей администрации, в стенах нашего каких-то других социальных учреждений. И активно призываем молодежь, чтобы они вернулись в свой город. Например, по моему примеру, я долгое время жил и работал в Якутске, но по зову сердца и души мне как-то пришла мысль, что нужно поехать в наш славный родной город Вилюйск, любимый город Вилюйск, и как-то попытаться с личным примером показать, что не только мы живем большими городами, но своей малой родиной, где мы родились, и должны будем внести свой вклад на развитие этих городов. Ну и очень коротко о планах вашей команды города Вилюйска на ближайшее будущее. Так, как я сказал, у нас есть мастер-план до 2034 года. Там есть много пунктов, которые обязаны к реализации. Конечно, на нем подробно я останавливаться не буду, потому что времени не хватит. Но у нас есть такая мечта, идея фикс, можно сказать, чтобы население города Вилюйска к 2034 году будет составлять более 20 тысяч человек. 20 тысяч человек. В настоящее время 11 тысяч человек – это малый город, но, как мы знаем, даже по примеру Китайской Народной Республики, чем больше народу, чем больше людей двигается в хозяйстве, в экономике и так далее, то тем лучше, эффективнее, продуктивнее и богаче будет экономика этого края, города. Я думаю, если столько много людей будет работать в направлении бизнеса и экономики города, то мы будем еще лучше. Что ж, Ян Анатольевич, спасибо вам большое, что выделили время, ответили на наши вопросы. Вам удачи, успеха, процветания вашему городу. В эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.